Замминистра здравоохранения зачитывает перед собравшимися анонимное обращение якобы от медперсонала красной зоны НРБ. В ней заявитель просит принять меры и выплатить им заработанные трудом и потом деньги в полном объеме. Лиза Газдиева просит весь медперсонал здесь и сейчас рассказать о своей проблеме. Уважаемые коллеги, вот никого не стесняясь, если кто-то из вас ущемлен, получил зарплату незаслуженно меньше, чем, скажем, в прошлые месяцы, я вас попрошу по одному подняться, просто открыто, честно, прозрачно в этом признаться. Многие собравшиеся в этом зале впервые слышат о таком обращении. Практически каждый из них работает с апреля месяца в красной зоне. По их словам, все необходимые выплаты они получают в срок. Зарплату нам вовремя выдают. Отпускные, даже мне дали отпуск. Потом я даже не знала, у меня добавочное начисление пришло. Я позвонила бухгалтеру и говорю, откуда эти сверхденьги ко мне пришли. Она говорит, это Зарема, говорит, вам положено. Даже вот я абсолютно не знаю, никаких проблем нету с выплатами, все у нас нормально. Если уже разбираться, то делать это необходимо детально, считают в Минздраве. На встречу пригласили и расчетного бухгалтера. Она отмечает, что заработную плату в связи с празднованием Ид-аль-Адха было выплачено еще 30 июля. К ней с жалобой на неправильное начисление денежных средств никто не приходил. Что же касается так называемых путинских выплат, то их только готовят к начислению. У нас таких случаев не было, чтобы люди не подходили, когда спрашивали, чтобы мы не отвечали, чтобы не разъясняли. Выплаты, которые им положены по зарплате, по отпускным, они получили. По тем выплатам, по ковидовским выплатам, по путинским, отпускные им ничего не выплатили. Эти выплаты будут сегодня в течение дня. Эти федеральные выплаты, на них выделяются отдельные деньги. Мы дали заявку предварительно. И сегодня мы их доначислили, эти суммы они сегодня в течение дня получат. Словом, обращение анонимного заявителя буквально на глазах рассыпается, как карточный домик. Никто эту информацию о недочисленных деньгах подтвердить не может. У нас выплат вовремя бывает, и зарплата. Даже в данное время, в этом месяце на выплату 29 выделили. Я не знаю, как можно жаловаться, когда вот так по-человеку к тебе относится к врачу. Я работаю с первого дня в ковиде, работаю с 1 апреля там работаю. И с 1 апреля у меня выплаты вовремя были. И аванс был, и дополнительно были все на вовремя. В ковиде ахчатул мудата раста, стимулирующий мадан тхун. Зарплата вовремя, зарплата. Помимо прочего, собравшиеся сотрудники НРБ отмечают, что в WhatsApp у них есть группы, где они могут задать главврачу или ее заместителям интересующие их вопросы. Как отметила Лиза Газдиева, такие вопросы необходимо разбирать практически сразу же на местах. И неважно, это анонимное обращение или же под него подписались люди. Только так и можно выяснить истину происходящего. Проведена беседа, и в процессе разбора выяснено, что жалоба не имела основания под собой, но тем не менее я думаю, что мы должны провести документальный разбор, и в ближайшее время мы представим информацию. Также в том обращении было написано, что главврач больницы Зарема Анташкиева находится в отпуске, а исполняет обязанности ее заместитель. Как выяснилось, это заявление также не имело под собой никакого основания. Выплаты у нас здесь выплачиваются, и они проходят через несколько инстанций. Первое – это табель заполняется старшей медсестрой отделения. Потом проверяет заведующий отделение. Это внутренний контроль. Мы знаем, что каждый заведующий отделение, они отслеживают своих медицинских работников, кто находится на рабочем месте, кто отсутствует. После всего они поступают ко мне на стол. Я сама тоже проверяю, после только моей проверки они идут на оплату в бухгалтерию. Но если даже получается, что какой-то человеческий фактор, что-то недоплатили, люди заходят и в бухгалтерию. Теперь у нас бухгалтерия уже находится на территории нашей больницы. Могут зайти ко мне. Мы с удовольствием подходим к этому вопросу, потому что люди трудятся именно в красной зоне. Это очень сложная работа. И ни один человек в нашей больнице, чтобы он недополучил свою оплату, такого случая не было. Также в этой жалобе они написали, что главный врач в
в профотпуске. Я выполняю свои функциональные обязанности, нахожусь на своем рабочем месте, и все мои заместители тоже находятся на своих рабочих местах. Жалоба не обоснована. В заключение встречи замминистра здравоохранения Лиза Газдиева дала поручение доводить до каждого сотрудника Назрановской районной больницы информацию об их заработной плате, а также при необходимости выслушать и разъяснять каждому работнику спорные вопросы касательно выплат президента страны. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.